Подведены итоги всероссийского онлайн-голосования граждан по выбору общественной территории, который в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено в 2025 году. С помощью рейтингового голосования жители определяют, что необходимо отремонтировать или благоустроить в городе. В этом году интинцы выбирали один из двух объектов – территорию, прилегающую к магазину «Детский мир» по адресу Куратова, 50А, или же участок от Мира 30 до Мира 24А. По итогам рейтингового голосования, которое завершилось в конце апреля, наибольшее количество голосов набрала общественная территория, прилегающая к магазину «Детский мир». За нее отдали 1733 голоса, тогда как вторая набрала 1456. В голосовании принимали участие граждане России старше 14 лет. Общее количество проголосовавших интинцев – 3189 человек. Предлагаю через средства массовой информации проинформировать жителей о результатах проведенного онлайн-голосования по выбору общественной территории, планируемых к благоустройству в 2025 году, и поблагодарить их за активное участие в голосовании на едином информационном портале. Также необходимо учесть результаты голосования при проведении информационной работы с жителями города. Огромный вклад в такой результат голосования внесли участники волонтерского корпуса. Они информировали граждан о проектах, помогали проголосовать за понравившийся объект. Выражаю огромную благодарность участникам волонтерского корпуса за качественно проделанную работу, за креативный подход и эффективный результат. На благоустройство общественной территории муниципального образования городского округа Инта в 2025 году предусмотрено более 12 миллионов рублей. На эти деньги будут выполнены следующие работы по благоустройству: укладка территории бетонными плитами, установка бордюрного камня и ограждения, монтаж наружного освещения, установка скамеек и урн. В ближайшее время у ЖКХ рассчитает сметную стоимость и утвердит проект ремонта общественной территории у магазина «Детский мир». Напомним, что в этом году по решению горожан будут проводиться ремонтные работы в центре города, на площади Ленина, а также будет отремонтирована дворовая территория многоквартирного дома номер 41 по улице Куратова. Муниципальные контракты на проведение данных работ уже заключены с подрядчиками. Доброй традицией стало поздравление старожилов Инты на дому накануне праздника Великой Победы. 6 мая депутат городского совета Елена Зайцева в сопровождении представителя Совета ветеранов Инты посетила Тамару Игнатьевну Голубеву, малолетнюю узницу концлагерей. Пожелать вам здоровья. Спасибо. Чтобы вы всегда улыбались, никогда не огорчались. Да. Чтобы ваши дети и внуки вас любили, на руках носили. Всего-всего самого лучшего, самого светлого. Спасибо вам за нашу жизнь прекрасную. Спасибо вам, что не забываете нас, да, что мы еще кому-то нужны, наверное. И, наверное, это очень хорошо, что нас не забывают. С праздничком вас. Спасибо. Здоровья. Тамаре Игнатьевне 88 лет. Детство было сложное, как и у многих в те времена. Спастись из концлагеря удалось просто чудом. Когда война началась, мы быстрее по лесам и болотам убегали от немцев, а потом они окружили в лесу нас и в концлагерь. А в концлагере, вы знаете, там кашкой манной не кормили и в люльки не ложили, а на соломе прямо на полу. Вот. И пока там были, мы много кое-чего натерпелись, намучились. Вот, и еле-еле живые. Еще хорошо нам повезло, что мы из лесу были больные, на нас еще выпустили больных, как бы, или заразили нас тифом. И мы, вышли, нас выпустили, потому что мы больные были и думали, будем других заражать. А тут наши, потому что как раз наши подходили войска, а наши войска забрали на телеге, увезли в госпиталь и лечили нас там. Вот так было дело. А в Инту как попали? А в Инту как? А в Инту это в Калининградскую область я сначала попала, потом с Калининградской области мой отчим, отец умер, больной очень был. Отчим привез нас сюда, на север, и вот так я и оказалась в Инте. Я уже тут почти весь, я геолог, почти весь север тут прошла. От Троицко-Печорска до Воркуты. Так что я тут попутешествовала. И вообще я люблю путешествовать. Я как лето, так уезжаю путешествовать. Раисе Васильевне Знесиной осенью исполнится 93 года. Она труженица тыла, всю жизнь очень много работала. Здравствуйте, Раиса Васильевна.
Мы пришли вас, красавица, поздравить с праздником, подарить вам подарки от Владимира Алексеевича Киселева, от «Газпрома». Ой, опять фотографии. Конечно, а как такую красоту не фотографировать? Вы что? Обязательно. Мы вам желаем здоровья, оставаться всегда такой же красивой, такой же улыбающейся. С праздником вас! В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне народный избранник преподнесла долгожителям Инты сердечные слова благодарности и небольшие приятные подарки от руководства города и компании «Газпром». Эстафету поздравлений поддержал депутат городского совета Виталий Ладыгин. В преддверии праздника он посетил нескольких жительниц своего избирательного участка. Уважаемая Вера Всеволодовна, искренне поздравляю вас с праздником Великой Победы. День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны день. Это не просто великий праздник, это дань памяти тем, кто беспримерным героизмом, самоотверженно, не жалея себя, ковал победу над фашизмом. Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Трудового фронта. От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, добра, благополучия и неиссякаемой веры в лучшее будущее России. Глава муниципального округа Инта, руководитель администрации Киселев Владимир Алексеевич, председатель совета МУГУ Инта Аркеева Ирина Викторовна. Вере Всеволодовне Калининой 83 года. Она является малолетним узником концлагерей. Воспоминаний о тех временах совсем немного, ведь на тот момент ей еще не было даже 5 лет. Война закончилась, сколько лет вам было? Сколько я 41-го года, сколько мне было? 4 года. 4 года. Я аж помню, я только помню одно, знаете, барак, ночные эти огни это зажигали, заходили, проверяли. И помню, что мама работала на кухне у немцев, там, говорит, они им привозили картошку. А мы выходили маленьким, было, ну, такие вот, нам давали картошин надутым, и рады, радюшеньки, чтобы... Это лагеря какие-то, да? Да, но и мы одни, как я говорю, были там у них и сторожа, все были. Но дело в том, что мы-то маленькие были, кто нас охранял? Там Не обращали внимания на вас. нас, к этой машине подойдем, там дядька хороший был, так он нам дает 2 картоши, нас мы скорее бежать оттуда. А второй был, гнал нас как туда, палкой туда. А в Инту как попали? А в Инту попала, я после войны была, там, под Ленинградом жила, потом это самое, вот, работала в этом на заводе. А потом приехала сюда, то дядька у меня жил. Он говорит, поехали, говорит, на север. Вот я приехала на север, уже на севере сколько, с 68-го года, уже 50 лет. Клавдия Поликарповна Филиппова является труженицей тыла. В этом году ей исполнилось 92 года. Пожилая женщина прекрасно себя чувствует. В прекрасном уме и здравии ее оптимизму и радости можно лишь позавидовать. Очень приятно. С праздником, держите. Спасибо. Так, вас Спасибо. тут от «Газпрома» поздравляют и от администрации города. Да. Сегодня в Инте ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, уже не осталось. Всего 20 тружеников тыла, 1 блокадница, малолетних узников концлагерей 5 человек и 7 вдов военнослужащих. В эти предпраздничные дни депутаты округа и представители Совета ветеранов посетили всех. Ни один старожил Инты не остался без внимания и подарков. В России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка», которая стала символом победы, демонстрации памяти и уважения к сынам, отцам и дедам, сражающимся за Отечество. Тысячи лент в эти дни разлетаются по всей стране. В этом году акция проходит в 20-й раз. Традиционно в ней принимают участие юные патриоты Инты. Накануне главного праздника нашей страны учащиеся лицея номер 1, представители движения первых, волонтеры раздают горожанам главные символы Дня Победы. Оранжево-черные полоски расходятся быстро. Интинцы принимают георгиевские ленты с улыбками и словами благодарности. Ни одно такое вот масштабное мероприятие, как, допустим, всероссийская акция «Георгиевская ленточка», не проходит без участия волонтеров и сейчас уже активистов движения первых. Ребята с большим удовольствием принимают участие в акциях, посвященных 9 мая, Дню Победы. Повторюсь, да, это волонтеры, это активисты движения первых и просто ребята, которым неравнодушные, да, ребята, которые с большим удовольствием идут на акции и дарят горожанам символ победы, георгиевскую ленточку.
Горожане с большим удовольствием принимают ленточку со словами благодарности. И с радостью смотрят в глаза молодым ребятам, которые помнят и которые гордятся победой. Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла весной 2005 года. В 2006 к ней присоединились более 900 российских городов, а также разные страны мира. Так, «Георгиевская ленточка» стала современным атрибутом Дня Победы. Я занимаюсь, я в движении первых уже около года. Мне это очень нравится. Здесь очень много людей, я со всеми познакомилась. Это очень разнообразно. Мне все очень-очень нравится. У меня появилось много подруг, очень знакомых много. И эта акция очень важна для всех, для людей, потому что это память, это очень важно в наше время. Чтобы георгиевская лента оставалась символом уважения и гордости, волонтеры, раздающие ленты на улицах, рекомендуют ее носить на одежде, прикрепив на груди на уровне сердца. Это может быть, например, петелька с нисходящими концами, бантик, конвертик или в виде буквы Z. Также волонтеры просят людей не привязывать ленту к ремням, сумкам, волосам, поскольку лента не декоративный атрибут и не элемент модного украшения. Ее нельзя носить как аксессуар. На днях интинцы наблюдали на городских улицах празднично украшенную колонну машин. Таким образом, интинские водители решили отметить приближающийся праздник День Победы и еще раз напомнить горожанам о подвиге наших дедов и прадедов. Эта акция имеет успех у жителей нашего города. Сегодня автопарад мы проводим в честь 9 мая. И очень приятно, что приехало много желающих поучаствовать в автопараде. Этим мы хотим высказать единство, уважение к празднику 9 мая и всех поздравить. У нас ежегодно проводятся автопробеги именно перед 9 мая, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Участвую сам постоянно. И в этом году, конечно, тоже приехал поучаствовать. Интинцы, вот мы видим уже, что собираются. Сегодня пригласили также ветеранов СВО, тоже примут участие. Хочу поблагодарить всех интинцев, кто принимает участие, кто приехал. И, конечно же, не забываем наших ветеранов, которые сражались в Великую Отечественную войну. Водители собирались на территории автомобильной школы ДСААФ. Участники акции крепили флаги, шарики и ленточки, заканчивали украшать машины. В автопараде приняло участие почти 20 автомобилей. Машины 4 ДСААФа, все остальные люди, которые хотят поучаствовать. Кто-то от партии, кто-то лично от себя. Очень приятно, что нас так много. Перед стартом движения и началом автопарада проходил небольшой, но обязательный инструктаж для всех участников. Автопарад пройдет в следующем ключе. Первая машина едет, наша Шкода 944, она будет головная. За ней едут наши автомобили. Далее выстраиваемся все по порядку. Мы едем не колонной, мы едем как просто разрозненные автомобили. Это означает, что на светофорах мы выполняем все сигналы, как положено по правилам дорожного движения. Пропускаем пересекающие нас дороги, если они имеют преимущество, и пользуемся обязательно правилами дорожного движения. Многие интинцы, общественники, автомобилисты, представители патриотических и ветеранских объединений, руководство округа и депутаты откликнулись на призыв Интинской автошколы ДСААФ и приняли участие в автопробеге. Среди почетных гостей – ветераны специальной военной операции. Проходил я службу в 255-м полку 20-й мотострелковой дивизии. В качестве командира взвода штурмовой отряд у нас был. То есть на Донецком направлении в районе Марьинка. А себе что я могу сказать? Жизнерадостный парень. Повоевали немножко, вернулись домой. Сейчас как можем поддерживаем наших бойцов там. Сегодня автопарад в честь Дня Победы. И я пришел поддержать парад. Отношусь к этому празднику я очень хорошо, потому что 79 лет назад мы победили уже фашистов. И сделаем это снова. Выгоним их с наших земель. И, скажем так, немножечко очистим от людей, которые не понимают, что они творят.
Юрий Ефремов – водитель со стажем. За рулем он с 2005 года. Мужчина впервые принимает участие в подобной акции. В этом году Юрий захотел присоединиться к автопараду и отметить День Победы по-особенному. С женой и с братом у жены. Шариками, флагами, наклейками. Ну, расскажите о флагах, у вас флаги железной дороги? Да, это мой флаг, я там служил. Водителем тоже. А почему решили присоединиться к акции? Ну, это же День Победы, как память военным. Автоколонна проехала по традиционному маршруту. Выехав с территории автошколы, водители доехали до микрорайона Западный. И там на остановке развернулись и проследовали по улице Куратова на Кирова. На пересечении улицы Индустриальная на Горке колонна развернулась в обратном направлении. Маршрут традиционный, у нас город небольшой, и все движения наши проходят по центральным улицам. Мы будем встречать пешеходов, жителей, приветствовать всех и радовать нашей красивой колонной. Автопарад привлек внимание интинцев. Горожане на память фотографировали и снимали колонну. Дети останавливались посмотреть на яркие машины, водители приветствовали участников гудками. 28 апреля каждый житель Инты мог окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной войны, посмотреть выставку-экспозицию, посетить полевой штаб и медсанбат, научиться собирать и разбирать автомат Калашникова, посидеть в кабине Урала и послушать песни военных лет. Все это стало возможным благодаря площадке ко Дню Победы, работавшей в это утро у Центра национальных культур. Организаторами мероприятия стали не только творческие коллективы культурного учреждения, но и руководство Интинской автомобильной школы ДСААФ и участники клуба военно-исторической реконструкции 28-я Невельская дивизия. Сегодня мы задумали проникнуться духом Великой Отечественной войны, проникнуться вкусом победы, прикоснуться к той истории. Нам помогли ребята с 28-й Невельской дивизии, палатки, одежда, все предоставлено ими. Здесь они предоставили экспонаты, которые могут прийти и посмотреть все желающие. И, конечно же, вот этот дух, настрой, он объединяет. И мы пригласили всех горожан посмотреть, представили военный Урал, в котором дети могут посидеть. И я думаю, что это всех нас сподвигнет к чему-то хорошему и новому. Огромный интерес у горожан вызвал медсанбат – военно-полевой госпиталь, воссозданный по рассказам медиков, служивших во времена Великой Отечественной войны. Мы находимся в медицинской палатке, где принимаются бойцы, должны были приниматься. Показано здесь, как это все осуществляется, да, здесь предоставлены также лежачие манекены, видно, что перевязка и все остальное. Перед вами предоставлены тех времен именно лекарства и все, как это происходило. Доставалось это все, покупалось, честно, за свои денежки. Где-то что-то дарили, в основном сейчас новые пришли, буквально этикеточки, буквально недавно, искали долго, просто так их тоже не найти. Показано, какие раньше были шприцы, ножницы и все остальное. Как раньше у нас же не было все одноразового, это все у нас кипятилось, специально на примусах, все остальное. Тут именно как полевое. Что могло быть в то времена, с 41 по 45 год, именно во Вторую мировую войну. Как мы это видим просто. Не как это мы не знаем точно, как это было, но как мы это видим и понимаем в своей мере. Задачи, вставшие перед советской медициной в годы Великой Отечественной войны, были беспрецедентны по масштабу и сложности. Хорошо организованная структура военно-медицинской службы и самоотверженный труд военно-полевых медиков помогли вернуть в строй более 70% раненых и более 90% больных солдат и офицеров Красной армии. На выставке оформлен стол медика, где можно было познакомиться с тем небольшим набором средств, каким пользовались в годы войны врачи. Поодаль разместился полевой командный штаб. В этой палатке у нас как штаб, полевой штаб, в полевых условиях. То есть мы тут выписываем книжки красноармейцев за сборку и разборку оружия. Все желающие, которые хотят получить
приходят, мы их записываем имя, фамилию, отчество, звание, так на память. Потом рассказываем быт в полевых условиях в штабе. Также у нас есть чем питались, граммофон, там тушенка, консервы и тому подобное, что использовали в самых полевых выходах. Здесь полностью представлен военный быт. Среди предметов посетители могли увидеть штабной телефон, керосиновые лампы, старинные документы и сумку, в которой доставляли донесения. На соседнем столе повидавший виды патефон, самовар с небольшим набором продуктов питания тех времен. То место, где могли перевести дух и отдохнуть главнокомандующие. Активное участие в мероприятии приняли участники муниципального центра военно-патриотического воспитания округа и юноармейцы Инты. Ребята в силу своих знаний и приобретенных навыков оказывали поддержку организаторов и общались с посетителями площадки. Участницы вокального ансамбля Центра национальных культур «Девчата» подготовили к этой дате прекрасное музыкальное сопровождение. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне за добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Их 40 тысяч сороков, Русь не видала таких врагов, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Это первое из мероприятий, посвященных приближающемуся Дню Победы. Интинцы с удовольствием рассматривали экспонаты выставочных экспозиций, фотографировались на память, поддерживали артистов танцами и наслаждались любимыми песнями военных лет. 5 мая Инта отпраздновала самый великий церковный праздник – Пасху Христову. В 10 часов от православной церкви Святой Троицы начался крестный ход. Десятки православных прошли в колонне под праздничные песнопения и возгласы «Христос воскресе!». Ход продолжался около получаса. Пройдя по намеченному маршруту, верующие сделали остановку на площади Ленина. Здесь к этому времени горожане с нетерпением ожидали прибытия батюшки. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Вот уже, дорогие братья и сестры, более 2000 лет по всей вселенной звучат вот эти замечательные слова приветствия. Всего 2 слова, а какое они имеют большое, огромное значение для живущих на земле. Настоятель храма Святой Троицы, отец Василий, поздравил всех собравшихся с Великой Пасхой и рассказал о празднике. Батюшка напомнил о том, что Христос призывал людей радоваться, ведь радость побеждает уныние, грусть и апатию. Мы с вами всегда при удобном случае желаем друг другу что больше всего? Конечно, здоровье. А для чего здоровье желаем? А для того, чтобы жить, чтобы никогда не болеть. И вот Господь сегодня нам открывает смысл вот этого великого большого праздника. Господь сегодня нам говорит о том, что действительно Он дарует нам эту вечную жизнь. Мы с вами радуемся, когда говорим «Победа», День Победы. Победа означает, когда человек получает полную свободу, получает свободную жизнь. И вот эту свободу и полную жизнь дает нам воскресший Господь наш Иисус Христос. Он, дорогие братья и сестры, является победителем жизни над смертью. Он является победителем света над тьмою. Он является победителем добра над злом. После вдохновляющих слов священника зазвучала традиционная молитва в честь воскресения Христова. Отец Василий осветил куличи, яйца и пасхи, принесенные интинцами. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Торжественная процессия после обряда освящения продолжила путь обратно к храму, а на площади начались народные гуляния. Праздник продолжили местные вокальные и танцевальные коллективы. Сколько песен в мире сложено, сколько путей дорог проложено, а у нас с тобой путь совсем иной, с песнею по жизни идти. А у нас с тобой путь совсем иной, с песнею по жизни идти. Только песня одна на свете спасала, только песня одна нас выручала, и куда бы судьба нас не бросала, песню мы допоем и начнем сначала. Пасха – невероятно богатый и светлый праздник, вместивший в себя и глубинный смысл, и искрящуюся радость, и благоговейный трепет. Для многих интинцев это праздник детства, и все воспоминания и традиции, связанные с ним, невероятно теплые и радостные. Для меня, как для всей моей семьи, вся моя семья с Дона, у донских казаков традиции священные. И праздник этот Пасхи в моей семье праздновали всегда, и даже в советское время. Ну, я не знаю, это такая радость на душе. Мы вот с подругой, с моей коллегой каждый год приходим, и прям вот воодушевление такое, такая радость, непередаваемая. Пасха – это праздник уже давно, не только церковный праздник, он всегда и был праздником народным. Я росла во времена атеизма, маленькая когда была, но этот праздник все равно отмечали. Если не в церкви, то дома всегда отмечали и всегда ставили большие качели, люди традиции помнили, и когда этот праздник вернулось и все с этим. Поэтому я всех поздравляю интинцев со светлым праздником Пасхи, желаю радости, мира, добра, здоровья и надежд на лучшее будущее. Конкурс посвящен Году семьи. Участвовать в нем могут только многодетные семьи, воспитывающие 3 и более несовершеннолетних детей и прожившие в браке не менее 5 лет. Наша семья более 14 лет проживаем. 5 детей, 2 взрослых сына и 3 несовершеннолетние еще дочери. Мы в браке уже 14 лет. Вот, знакомы мы больше, еще 5 лет встречались до брака. И вот у нас 3 детей, все они здесь, сегодня с нами. Вот история. Приехали мы сюда, я уезжала учиться в Сыктывкар, там познакомились и потом вот приехали сюда. Так, ну, в нашей семье без детей 15, с детьми 12 лет уже, 10 точнее. Знакомы мы все 15 лет с мужем. Веселые, активные, жизнерадостные ребята. Познакомились на работе когда-то давно, 15 лет назад. Так и стали жить вместе. Традиции какие у нас? Мы празднуем день рождения, ходим, ездим вместе в отпуск, посещаем вот мероприятия, там всякие музеи ходим. Куда мы еще ходим? В ЦНК вот выставки там бывают, туда ходим. Каждая семья для творческого этапа конкурса подготовила небольшое выступление. Номера были совершенно разными. Одни устроили танцевальный баттл поколений, вторые нарисовали картину, третьи рассказали о себе и своих увлечениях, четвертые в театрализованной сценке показали проблему детей и отцов. Дружная семья. Нас 5. И о себе хотим немного рассказать. Я папа. Я мама. А мы ваши дети. Счастливее нету семьи на планете. Число у нас от 2 до 5 возрастало. И вот уж семья многодетная стала. Как в саду цветут цветочки, у нас растут 2 милых дочки. И еще один росток, наш милый маленький сынок. Дорогая, я прекрасно понимаю, как порой тебе бывает тяжело. Но с сегодняшнего дня я тебе обещаю вовремя приходить с работы и заниматься детьми чаще. Алло, да? Что? Мне нужно выйти на работу? Прямо сейчас? На работу, ребят.
Извините, но я не могу. Почему? Да потому что у меня семья. Цель конкурса «Семья. Богатство Коми-края» – пропаганда положительного образа многодетной семьи и повышение ее общественного статуса. Дома это все этап. Супруга дома, дети дома. Все хорошо, соответственно. Ты знаешь, что у тебя за спиной тыл верный и крепкий. То есть ничего не страшно. Если нет семьи, то, наверное, и жить нет смысла такого. Когда есть дети, муж, то есть все вместе, сплоченно решаем какие-то проблемы, вместе веселимся. Это, конечно, важно для семьи. Каждая семья – это целый мир, где царят собственные устои и правила, ценности и традиции. Их всех объединяет одно – желание проводить время вместе и безмерная любовь друг к другу. У нас у каждого свои увлечения отдельные, конечно, но совместных у нас, в принципе, есть. Мы праздники совместно проводим вместе, играем дома, игры настольные, на улице, на дачу любим ездить. По традициям фотографируемся, мы ходим традиционно в наш семейный такой специальный альбом. Каждые 2 года на Новый год, это вот у нас прям обязательно. Наша семья очень дружная, потому что мы все праздники пытаемся проводить вместе. Новый год, дни рождения, 8 марта. Часто выходим всей семьей на шашлыки, отдыхаем на природе, летом на речку ездим вместе все. То есть семейные традиции, ну какие? Любим, конечно, на Пасху все готовить вместе. Любим вместе проводить разные праздники, Новый год. Всегда вместе все делаем. Пасху любим отмечать. Все всегда вместе делаем. Мы по пятницам пиццу печем. И что еще, кроме пиццы? Мультик смотрим. Правильно. Это такая одна из традиций нашей семьи по пятницам, да, готовить. Готовить, соответственно, и садимся все вместе. И под хорошее кино, либо мультфильм, да. Проводим время наслаждаемся совместно. пятничным вечером. Ну и вообще у нас такая активная семья. Да, много любители где ходим. на лыжи, и в баню, и бассейн. в бассейн. Ой, куда-то, еще да. традицию знаю. Какое? То, что мы Давай. по воскресеньям. По субботам. В субботу мы убираемся. Отличная Уборку традиция. проводим генеральную, да, тоже традиция хорошая. Да? Ну да. Тоже всей семьей. Да. Естественно, каждый в своей комнате, да. По итогам творческого и спортивного этапов будет определена интинская семья, которая представит наш город на республиканском уровне. Кто это будет, мы узнаем на городском концерте «Большая семья» 15 мая.